Здравствуйте, на телеканале БСТ время подвести итоги недели. В студии Лена Насырова и в начале коротко о главном. Новые соглашения и выход на рынки Центральной Азии. Значимый успех, значимые прибыли, значимое продвижение республики. Поэтому это парк Бекабад. Ради Хабиров в составе российской делегации принял участие в международном форуме «Иннопром» в Ташкенте. Уфа для нас по геолокации удобное место. И для нас это будет выгодно, чем экспортировать товар, и лучше производить там в Уфе. Юбилейный паровоз Победы. Уникальный ретро-состав прибыл на Уфимский железнодорожный вокзал. Пришли с дочерью, с сыном, чтобы они помнили, что была война, помнили, как наши предки защищали нашу страну. Новые скверы и аллеи. Здесь была заброшенная территория, были переросшие аварийные тополя, которые были демонтированы, посажены красивые деревья новые. В республике стартовали ежегодные акции «Сад памяти» и «Зеленая Башкирия». Я в этой акции участвую впервые. Она мне приглянулась, ведь я хочу, чтобы наш город, наша Башкирия была зеленой и красивой. Одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. Эту деревню последующим так признали зараженными и непригодными для жилья. 8 тысяч жителей Башкортостана помогали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Страшно было. Никто ничего не знал. Стоят дома, ходит скотина, все живое, все зелено, все красиво. Но воздух отравлен. Расширяя сотрудничество, Ради Хабиров презентовал стенд Башкортостана на выставке «Иннопром. Центральная Азия». Международный форум прошел в столице Узбекистана, Ташкенте. Обе республики тесно сотрудничают на протяжении нескольких лет, с каждым годом наращивая товарооборот. Увеличению этих показателей будут способствовать новые подписанные соглашения и будущий совместный технопарк Бекабад. После его запуска компании и предприятия Башкирии получат выход на рынки стран Центральной Азии. Перспективный проект высоко оценили первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Хаджаев. Подробности в репортаже нашего корреспондента Азат Садреева. Burası da olabilirdir. Şimdi siz nasıl düşünüyorsunuz? Buradan buraya gidiyoruz mu? Yoksa çeşitli taraflar olabilir. Şimdi dop gitmekte fayda var. Dağınık olmamasında fayda var. С турецким проектировщиком башкирско-узбекского технопарка Бекабад Ради Хабиров говорит буквально на одном языке. Оба понимают важность этого проекта для успешного развития деловых отношений между двумя республиками, а они с каждым годом укрепляются. Узбекистан для нас, прям знаете, он все выше поднимается в сфере наших интересов, потому что деятельная и управленческая команда Республики Узбекистан и партнеры наши, главы регионов Хакимы, очень заинтересованы в сотрудничестве, поэтому прям у нас очень активно идет. Поэтому это очередной наш встреча, этап. У нас, первое, мы привезли опять бизнес-миссию, 30 крупных, средних, малых предприятий. Вот сейчас B2B там идут переговоры. На переговорных площадках представлены ключевые отрасли – нефтехимия, аграрный сектор и пищевая индустрия, производство строительных материалов, мебельная промышленность, IT-технологии и другие направления. Узбекистан все-таки та стратегия, которая есть к 30 году быть второй страной по производству легковых автомобилей. Наш автопром, который сегодня работает, это и белебейские предприятия, Белзан, Белавтодеталь, нефтекамские предприятия, белорецкие предприятия, все, которые производят автомобильную продукцию, активно сегодня заходят как раз на рынок Узбекистана, и это опять же те резиденты нашего технопарка в Бекабаде. Стенд Башкортостана посетили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Хаджаев. Ради Хабиров рассказал почетным гостям о реализации совместных с узбекской стороной проектов. Показатели сотрудничества из года в год растут. Если в 2021-м товарооборот между Башкортостаном и Ташкентской областью составлял всего $700 миллионов, то по итогам 2026-го он может превысить более $2 миллиардов.
Это говорит о том, что наши предприниматели, наши производственники очень активно интересуются рынком Республики Башкортостан. И, соответственно, предприниматели, производители, крупные компании Республики Башкортостан интересуются реализацией совместных инвестиционных промышленных проектов в Республике Узбекистан. Ну и, например, в Ташкентской области. Уфа для нас, для Узбекистана, это как центральный хаб. Это, получается, магистральная дорога через Уфа. Мы можем отправлять это в столицу России, Москву, да, допустим, Нижний Новгород, другие регионы Российской Федерации. Это самый, как сказать, по локации, по геолокации удобное место. И для нас это будет выгодно, чем экспортировать товар, и лучше производить там в Уфе. В рамках международного форума Ради Хабиров отметил, что уже разработан мастер-план технопарка, создана и зарегистрирована управляющая компания, что вызвало живой интерес у бизнеса. 5 потенциальных инвесторов готовы заходить в проект с объемом инвестиций более 13 миллионов долларов. Бекабат рассматривается как якорная точка для размещения производств и выхода компаний Башкортостана на рынки Центральной Азии. Здесь все достаточно выгодно для тех резидентов, которые приедут. У нас уже несколько резидентов есть, которые там будут производить продукцию на экспорт. Это выгодно, хорошее, достаточно большое количество трудовой силы. Значит, неплохие нам условия дают в рамках правового статуса этого технопарка. Но этот технопарк, в общем-то, открывает вообще вход в такую Центральную Азию. Там буквально рядом и Афганистан, соответственно, там рядом и, значит, Казахстан будет. Ну, в общем, вся Центральная Азия будет вот каким-то образом в нашей сфере интересов. Соответственно, товар, который будет производиться здесь, с легкостью будет доставляться во все эти страны. Это большое подспорье для наших компаний, компании Республики Башкортостан, ведь сегодня логистика является самым главным костом, то есть самой главной добавочной стоимостью нашего груза, что часто не дает возможность продавать по реальной цене и быть, соответственно, конкурентоспособным. В числе будущих резидентов башкирская компания «Буринтех», один из ведущих разработчиков и производителей бурового и ремонтно-скважинного оборудования. Представители предприятия обсудили с узбекскими коллегами перспективные проекты по поставке на территорию Узбекистана оборудования нового поколения. Оно предназначено для бурения и ремонта скважин, что позволит повысить эффективность добычи и техническое оснащение нефтегазового сектора. Узбекистан – это растущий рынок, для нас он очень интересен. И мы ставим задачу локализации производства здесь. Я думаю, это интересно и узбекским коллегам. Они очень активно сотрудничают, активно идут навстречу. Ну, есть, конечно, какие-то проблемные моменты, но мы их решаем. И я думаю, что поставленная цель будет достигнута. Будущее совместного технопарка глава Башкортостана Ради Хабиров обсудил с хакимом Бекабатского района Ташкентской области Зайнелабеддином Низамеддиновым. В рамках проекта сформируют современную промышленную инфраструктуру, включая электро-, газо- и водоснабжение, а также железнодорожные и автомобильные подъездные пути с выходом к международным транспортным коридорам. Для инвесторов, учитывая налоговые и таможенные льготы, это хорошая возможность быстрого запуска производства, снижения издержек и выхода на рынки Центральной Азии. Азат Садреев, Ильшат Казакулов, Марат Юнусов. Итоги недели. В ходе рабочей поездки Ради Хабиров в составе официальной делегации России под руководством первого вице-премьера правительства страны Дениса Мантурова также встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили детали строительства технопарка Бекабат. Само участие главы региона на приеме у первых лиц государств свидетельствует об авторитетных позициях в политической системе, говорят эксперты. Глава Башкортостана демонстрирует высокий уровень международной активности и системно ведет внешнеэкономическую повестку. Тем более, когда речь заходит о ключевых партнерах. Тему продолжит Артур Шамсудинов. Башкортостан привозит в Ташкент не абстрактные намерения, а конкретные проекты, будь то нефтехимия, аграрный сектор или мебельное производство. На встрече с президентом Узбекистана Ради Хабиров выразил заинтересованность во всеобъемлющем сотрудничестве. В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил устойчивый рост объемов торговли между Россией и Узбекистаном, а также успешную реализацию совместных проектов. Нам всегда хотелось, чтобы были какие-то флагманские проекты, которые предполагают более высокий уровень кооперации, предполагают более такой, значимый успех, значимые прибыли, значимое продвижение республики. Поэтому это парк Бекабат.
Значит, мы доложили президенту, что я об этом уже говорил, что мы уже завершаем проектирование первых, значит, зданий технопарка. Это порядка 25 тысяч квадратных метров. Поэтому, в принципе, предполагаем, что с середины мая мы, наверное, уже приступим к реализации этого проекта. Уже сформирован пул потенциальных резидентов. 5 инвесторов готовы зайти в проект с общим объемом вложений более 13 миллионов долларов. Среди них башкирская компания «Бурантех», Уральский пружинный завод и другие. Ввод первых объектов намечен на апрель следующего года. Технопарк Бекабад станет точкой входа российских компаний на рынке Центральной Азии. И Башкортостан, по сути, берет на себя роль гаранта и лоббиста интересов своего бизнеса за рубежом. Более тесное взаимодействие регионов России, Узбекистана, они дают серьезные плоды. Когда хакиматы и губернии Российской Федерации регулярно взаимодействуют, общаются, происходит перекрестное посещение регионов. Важно, что Башкортостан и Узбекистан переходят от традиционного товарообмена к совместным производствам и технологической кооперации. Помимо Бекабада, в проработке сразу несколько инициатив, которые планируют реализовать и на территории нашего региона. Речь, в частности, о создании животноводческого комплекса в Иглинском районе, строительстве гостиничного комплекса в Уфе и 2 оптово-распределительных центров. Это была моя тоже мечта. Мы вот нашли партнеров в Узбекистане, который просил у нас землю в нашей особой экономической зоне, потому что он хочет построить завод бытовых приборов. Это холодильники, всевозможные пылесосы, в общем, бытовая техника, электрочайники и так далее. У нас как-то уже и с президентом Республики Узбекистан складывается самые добрые, теплые отношения. Он очень деятельный человек, очень деятельный, очень внимательно относится ко всему, что привносят в республику бизнес из других стран, и очень с особой теплотой относятся к Республике Башкортостан, потому что все-таки много общего у нас, у наших народов. Интенсивность международных контактов республики показывает, что внешнеэкономическое направление продолжает находиться в фокусе внимания. Башкортостан поэтапно выстраивает сотрудничество с регионами Узбекистана на основе соглашений, дорожных карт и постоянного межправительственного диалога в ключевых отраслях. Можно говорить, что Башкортостан в целом взял на себя очень важную роль представительскую на международной арене, и усилия Радия Хабирова на этом поприще сложно переоценить по причине того, что де-факто он выступает, можно сказать, как такой неформальный представитель именно российских интересов на международной арене. В этой связи достаточно вспомнить и представительскую роль региона в Таджикистане, где Башкортостан также реализует совместный проект по созданию индустриального парка в Душанбе. Далеко не каждому региону выпадает такая возможность. В результате активного выстраивания внешнеэкономических связей с дружественными странами республика становится участником и публичной дипломатии, с помощью которой реализуются интересы и задачи внешней политики нашего государства. Надо сказать, что Башкортостан использует площадку «Иннопром» как инструмент реализации конкретных задач, среди которых можно отметить повышение общей инвестиционной привлекательности региона, формирование здоровой конкурентной среды, развитие инфраструктуры, поддержка бизнеса, создание новых рабочих мест и многое другое. Узбекистан остается одним из ключевых внешнеэкономических партнеров Башкортостана, занимая 5-е место. 2 дня, проведенные в Ташкенте, это десятки переговоров и сотни потенциальных контрактов. Но главный итог визита даже не в цифрах, а в том, что Башкортостан подтвердил свой статус одного из самых активных и системных регионов России в международной повестке. Региона, которому можно доверять и с которым нужно выстраивать надежные долгосрочные отношения. Артур Шамсудинов. Итоги недели. На личном контроле глава Башкортостана посетил мастерскую, в которой продолжается масштабная реставрация памятника Салавата Юлаева. В своем видеообращении к жителям республики Радий Хабиров отметил, что скульптура находится в катастрофическом состоянии, и утратить национальный символ мы могли в любой момент. В своих социальных сетях руководитель региона анонсировал большое интервью, в котором он расскажет о нескольких вариантах, как дальше будут идти работы и когда памятник вернется на свое историческое место. Решил я сегодня посмотреть, как идет реставрация памятника Салавата Юлаева. Здесь цех, где идет реставрация. Вообще попросил остаться один на один, как говорится, здесь, и попросил всех выйти. Особое очень чувство, когда вот стоишь перед памятником Салавата Юлаева.
сразу скажу, это особое чувство на самом деле. Вот так близко, рядом, вот трогать его, это, конечно, это особое чувство. Вот. Но особые чувства, они еще наполнены тревогой определенной, потому что мы приступили к реконструкции его. Значит, вот детали все. Но первое, я всегда говорил, что наше решение о том, что нужна реконструкция, это вот нас Всевышний за руку вел, и мы правильно его сняли, потому что буквально в любой момент мы могли его потерять. Почему? Потому что состояние памятника было плохим. Но сейчас я могу сказать, состояние памятника неплохое, оно хуже, чем плохое. Оно близко к катастрофическому. То есть буквально речь шла о том, что он может и так далее. Памятник в очень сложном состоянии. Это шедевр архитектуры, это шедевр скульптуры, это наш национальный символ. И вот здесь вот, как-то, знаете, вот рядом лицо Салавата Юлаева. Вот он нуждается в нашей помощи. Поэтому я сейчас записал большое интервью, где попытался представить и показать варианты того, что мы делаем, какие у нас есть решения. Потому что существует 2-3 решения для того, чтобы памятник в скором времени пошел на свое место. Мы его обязательно это сделаем, он обязательно будет на месте. Но, подчеркиваю, нам нужно здесь принять мудрые, стратегические, вдаль смотря решения, чтобы памятник стоял и 100, и 200 лет, и радовал нас. Завтра это все будет в интервью, которое я попрошу показать по нашим средствам массовой информации. Всем хорошего вечера. Школьники Башкортостана продолжают привозить победные места со всероссийских олимпиад. Триумфаторы забирают золотые медали по химии, праву и географии. В копилке республики уже больше 60 дипломов. Эксперты считают это итогом организованной в Башкортостане системе подготовки к состязаниям, которая включает как финансовое поощрение, так и современную методику. А тех, кто покоряет интеллектуальные олимпы, и тех, кто готовит к ним, расскажет Динар Таймасханова. Выйти на сцену с флагом республики уже победа. Дарина Газизова, учащаяся инженерного лицея Уфы, год назад была призером, а теперь поднялась на высшую ступень. Задачу она ставила перед собой вполне конкретную – собраться и выложить на бумаге все, что знает. После результатов девочку накрыла палитра эмоций – от сомнений и шока до настоящей радости. Один из туров она прошла лучше всех в стране. Сначала шок. Не веря, что такой высокий результат на самом деле по сравнению с прошлым годом. Было страшно. Были сомнения, что результат не мой, чужой. Когда пришли уже конечные результаты, наверное, это абсолютная радость. Самый высокий результат там по всей России, по одному из туров. Это безумно, конечно, радует. Еще один абсолютный победитель по географии учится в столичной школе номер 45 Марсель Нурдинов. Рассчитывал хотя бы на призовое место. Увидев итоговую таблицу, не поверил. Он лучше всех знает эту науку. Интерес к географии проснулся случайно. В детстве родители купили несколько атласов. Год назад пальму первенства он забрал на районной олимпиаде и понял, есть к чему стремиться. Посмотрел таблицу лидеров, увидел, что 5-е, 6-е место, а там против всего 7-8 человек на бридище. Я такую прям радость испытал, прям восторг в этот момент. Куда я буду поступать, даже не знаю, но, скорее всего, по географическому профилю, по геологическому. Но не только столичные умники забирают лучшие места. Юный правовед из села Мраково Иделис Кужин привез победу из Сириуса. 3 тура, сильнейшие соперники. Все испытания юноша прошел с достоинством. В будущем он планирует стать юристом или дипломатом. Фундамент для этого заложен однозначно крепкий. Первый тур – это письменный тур. Он состоит из правового теста и междисциплинарных заданий. Второй тур – это устный тур. Ты стоишь перед жюри и, будучи юристом, даешь юридическую консультацию по конкретной жизненной ситуации.
Третий тур – это практический тур. Неделями ранее чествовали сборную республики по химии. Их поздравил глава Башкортостана. Среди награждаемых Вадим Харисов, которого можно назвать коллекционером всемирного золота по химии. Сейчас он сам готовит ребят к испытаниям. По количеству дипломов на Всероссийской Олимпиаде по этому предмету в Сириусе республика в этом году вошла в топ-3 регионов по результативности, уступив только Москве и Московской области. Непосредственно прямо перед Олимпиадой у нас проходили весенние учебно-тренировочные сборы. 2 недели в очном формате работали на базе Боурили, в котором находится лаборатория Центр развития талантов «Аврора». Это самое передовое оборудование, лаборатория, за которым готовится и работает вся наша сборная Республики Башкортостан. Такие успехи – результат выстроенной системы. Талантливых школьников выявляют и сопровождают до побед. Поддерживают в Башкортостане и премиями. С прошлого года их сумму увеличили вдвое. До 300 тысяч рублей получают победители и наставники, и до 150 тысяч рублей призеры и их подготовившие. Поэтому, Ильдар Ильич, у меня какая просьба? Вот то, что мы договорились наставников по Олимпиаде, то, что мы приняли решение там поощрить, это все должно быть оперативно, быстро сделано. Ладно? Да, есть, Ильич, мы все сделаем. И этих ребят надо как-то поощрить, тоже молодцы. Поэтому носите предложения. Бессонные ночи, поддержка и система в комплексе дают башкирским детям возможность конкурировать с лучшими умами. Каждая победа доказывает, олимпиадников готовить у нас умеют, а значит и триумфы еще будут. Динара Таймасханова, Загир Атангулов. Итоги недели. Блистают не только на Олимпиадах, но и на сцене. Уфимка Полина Дудко и ее наставница, директор Дома культуры «Едкарь» Валентина Урлапова одержали победу во Всероссийской муниципальной премии «Служение» при поддержке администрации президента России. Вы все видели на этой сцене сегодня прекрасную девушку Полину Дудко. И вот лидер этого проекта Валентина Юрьевна Урлапова становится лауреатом первой премии. Проект «Недетские стихи» Полины стал первым в номинации «Великое наследие для будущих поколений». С 4 лет девочка читает патриотические стихи о войне, героях и родине. В свои уже 12 выступает перед бойцами спецоперации и записывает слова поддержки раненым. Побывала с концертами во многих госпиталях и на освобожденных территориях. У Полины даже есть свой позывной «Коса». Я хочу сказать, что одна из важнейших задач в нашей работе – это, конечно же, воспитание подрастающего поколения, достойное воспитание. Мы очень гордимся всеми воспитанниками нашего Дома культуры и руководителями кружков. Я очень рада, что мы с вами взяли и написали свои заявки, и о наших проектах узнали миллионы. Победителей престижной премии в своих социальных сетях поздравил и глава Башкортостана. Ради Хабиров пожелал им удачи и всего самого доброго, поблагодарив всех участников, которые в этом году представили нашу республику на высоком уровне. В Башкортостан прибыл юбилейный паровоз «Победы». Ретро-состав курсирует по железным дорогам в преддверии 9 мая уже 5-й год подряд. И с каждым разом желающих увидеть его своими глазами становится только больше. В этом году поезд посетит рекордное количество городов, 22 станции, и впервые сделает остановку в Туймазах. Как столица республики встречала праздничный состав в сюжете Алиель Дубаевой. Во главе военно-исторического состава украшенный паровоз «Лебедянка», а в нем локомотивная бригада, облачившаяся в форму военных лет. В этот момент кажется, что время разворачивается назад. В 1945-й, когда на перронах страны люди со слезами на глазах встречали поезда с победителями. Чтобы прикоснуться к истории, на первой платформе железнодорожного вокзала Уфы с самого утра выстроилась большая очередь. Мы пришли с детьми, потому что они только-только доросли до возраста, когда им можно будет попасть внутрь, залезть и посмотреть. Да, вот так пришли с дочерью, с сыном, чтобы они помнили, что была война, помнили, как наши предки защищали нашу страну. Что тебе больше всего нравится? Да нет, разные танки там приезжают, паровозы. Ну, ты уже много раз, да, был? Да. А сегодня с кем пришел? С бабулей. Но мы не первый раз.
Мы часто ходим, да, конечно. Каждый год ждем. И посмотреть действительно есть на что. В поезд включены 11 платформ с эксклюзивными экспонатами оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Например, за моей спиной легендарный Т-34. К слову, экспозицию в этом году смогут увидеть сразу в 3 городах Башкортостана. Сегодня в Уфе и Стерлитамаке, а уже в понедельник жители Туймазов. Среди гостей оказались и те, кто прямо сейчас помогает нашим бойцам приблизить победу. Приехала в отпуск и вот хотела посмотреть и, можно даже сказать, сравнить с тем, что сегодня я вот видела на, как сказать, на поле боя. И, конечно, сейчас техника современная. И то, что мне ближе, это медицинский раздел, как сказать. И тоже там представлено все то, что с чем работали и с чем мы сейчас работаем. Праздничный ретро-состав уже 5-й год курсирует по станциям Куйбышевской железной дороги с важной патриотической миссией. С ретро-техникой, развлекательная программа, образовательная программа, в частности, больше для детей. Делаем это и будем делать это. Проект патриотический, направлен в первую очередь для молодежи. Встречают поезд и реконструкторы. Уфимский военно-исторический клуб «Рейд» снова оказался на платформе в советской форме. Именно эти люди кропотливо воссоздают память периода Великой Отечественной, шьют вещи того времени и изучают документацию. Говорят, важно не просто показать, а передать чувства. 5 мая мы готовим интерактивные площадки, которые будут у нас по городу. Парк Якутова, 50 лет Победы и, может быть, в ККЗ Башкортостан. То есть мы опять же будем показывать снаряжение, вооружение Красной Армии. В годы войны гармонь сопровождала бойцов, поддерживала боевой дух. Почти в каждом подразделении была гармошка-двухрядка и солдат, умеющий на ней играть. Лирические мелодии звучали на привалах, в окопах, в разрушенных домах. А когда зазвучал синий платочек, пел уже весь перрон в унисон. И стар, и млад, потому что эти песни знают все поколения россиян. Мы пришли первый раз, на самом деле нам стало интересно, потому что до этого только по телевизору смотрели. А сегодня попался такой удачный день, погода позволила прийти, посмотреть на это собственными глазами. Оценить, насколько это душевно, интересно и в памяти, чтобы у детей закладывалось патриотическое воспитание. С сыном, с мужем, с сестрой, с дочкой, с племянницей. Мы все вместе, всей семьей. Первый раз? Первый раз, чтобы он знал, мы и в том году, хотели, у нас не получилось, правда, прийти, а так с детства пусть привыкает, пусть знает, что наши деды, прадеды воевали, да? Так республика активно готовится отпраздновать День Победы. Накануне стало известно, что бессмертный полк в этом году пройдет в онлайн-формате. Глава региона на оперативном совещании правительства объяснил, безопасность людей превыше всего. Фотографии ветеранов Великой Отечественной представят в цифровом шествии на сайте «Бессмертный полк онлайн». Регистрация в этом году началась 23 числа, 23 апреля и продлится до 6 мая. 9 мая по всей стране будет организован показ на сайте. Также размещена информация, как можно узнать время, когда вашего родственника будут показывать онлайн. Поезд уезжает дальше, но люди не расходятся. Кто-то еще раз обходит платформу, кто-то фотографирует детей на фоне вагонов, а кто-то просто стоит и смотрит вслед. Паровоз Победы – это не только техника и форма. Это возможность даже мысленно сказать спасибо тем, кто подарил чистое небо над головой, и передать эту благодарность дальше – детям, внукам и правнукам, чтя память. Алия Эльтубаева, Булат Закирьянов. Итоги недели. Уфа. Лес героев, сквер речников и аллея правосудия. В Башкортостане в эти дни появились новые пространства благодаря акциям «Сад памяти» и «Зеленая Башкирия». И теперь там, где была пустота, будет новая жизнь. К слову, за последние 6 лет только благодаря «Зеленой Башкирии» в республике высадили 185 тысяч деревьев, более 1,5 миллиона саженцев и кустарников. Такими результатами на своей странице в социальных сетях поделился Ради Хабиров. И с каждым годом цифра будет только расти. Подробности далее.
Семейный подряд работает слаженно. У Фазлудиновых между собой роли распределены четко. Кто копает, кто сажает и кто обеспечивает бригаду саженцами. Они много лет участвуют в акциях по высадке деревьев. С 4-летнего возраста мои дети участвуют в посадках. У меня 3 детей, сыновей. И каждый год участвуем в акциях. Не только в акциях, и на лесовосстановлениях тоже участвуем. Я больше всего люблю сажать елку и клен, потому что елка, она пахнет хорошо, а у клена листики красивые. Я, когда вырасту, стану, может, лесником, а может, кем-нибудь другим. И буду все равно ходить на посадки всегда. В Нуримановском районе прошла международная акция «Сад памяти». Здесь был заложен лес героев на площади в 2 гектара. Каждое дерево – это память об участниках Великой Отечественной войны и тех, кто погиб от рук нацистов и их пособников. А еще участниках СВО. К акции присоединились ветераны боевых действий, и у каждого своя история. Я потерял сына там в Кременной. Когда мы туда зашли, я его там нашел. Я знал, что он там находится, но у нас не было связи. Я его нашел, вот. Приехал туда, мы увиделись. Ну, в честь памяти о нем я сейчас посажу дерево. Поддержать сельчан приехали и члены правительства республики. Министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская своими руками высадила целый ряд сеянцев хвойных деревьев. Прямо сейчас 29 посадили. Но это такая маленькая часть. Сегодня будет посажено 8 тысяч деревьев, будет посажено в один день. И это говорит о том, что жизнь продолжается. Вот маленький росток, а он дает одну большую жизнь. И самое главное, что дает вся эта акция памяти. Мы и помним, и созидаем, и самое главное – жизнь продолжается, мы собираемся семьями, люди объединяются, а когда мы вместе, мы непобедимы. Международная акция на площадке возле села Байгильдино подтвердила свой статус. Высадить деревья приехали и иностранные гости. Представители консульств других государств также бережно относятся к истории. Республика Таджикистан в составе Советского Союза также наш народ был участником Великой Отечественной войны. Наши деды воевали, мой дед воевал. Мы рады, что вот у нас есть такая общая история. К слову, часть сеянцев сосны для акции предоставили дети. В селе Новокулево действует школьное лесничество. Юные экологи учатся выращивать деревья и постигают тонкую науку лесного хозяйства. Мы с 2022 года на территории пришкольного участка выращиваем саженцы сосны и ели. Уже очень долго. Сегодня они 4-летние, 3-летние саженцы сосны высаживали. Жалко, конечно, с ними расставаться, но все-таки приятно, что наш труд будет вот так вот принят другими людьми. Вот сегодня только наших саженцев около 2000. Для ребят было интересно, наверное, когда они видят результаты своего труда. Когда посадили первые семя, первые всходы, первые ростки, они видят, и действительно это огромный результат работы. В эти дни в республике проходила и акция «Зеленая Башкирия». Озеленением занимались во всех муниципалитетах. Так, в Октябрьском районе Уфы сквер имени Клавдии Абрамовой обрел вторую жизнь. За 3 недели неухоженная ранее территория стала современным пространством для прогулок и отдыха. Обновили визитную карточку сквера, памятник героине, а накануне высадили 43 крупномерных дерева, более 1000 кустарников и кустовых роз. Я в этой акции участвую впервые. Она мне приглянулась, ведь я хочу, чтобы наш город, наша Башкирия была зеленой и красивой. В Ленинском районе появился сквер речников. Рекреационную зону наполнили каштаны, черемуха, яблони, а еще гортензии, пузыреплодники, спиреи и рябинник. Здесь была заброшенная территория, были переросшие аварийные тополя, которые были демонтированы, посажены красивые деревья новые, разбиты дорожки, установлены скамейки, установлены качели. В Шаранском районе не только провели акцию «Зеленая Башкирия», но еще и субботник, очистив парк от прошлогодних листьев. А в Бирске заложили аллею правосудия, посвященную 25-летию мировой юстиции в республике. Появились еловые насаждения, а вот каштаны высадили в память о бирянах, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 2019 года благодаря «Зеленой Башкирии» было высажено 185 тысяч деревьев, более 1,5 миллиона саженцев и кустарников. Результаты акции на своей странице в социальных сетях опубликовал Ради Хабиров. Вклад в укрепление зеленого щита может сделать каждый, просто став участником эко-акции. А если это сделать всей семьей, то посаженное дерево станет еще и живой связью поколений. Эмиль Басареев, Динара Таймасханова, Вахид Халимов и Роберт Давлетбердин. Итоги недели.
40 лет исполнилось одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взрывы вызвали выброс радиоактивных веществ и пожар. Ликвидировать последствия отправились сотни тысяч человек со всего Советского Союза. Многие вскоре погибли от острой лучевой болезни, другие до сих пор страдают от последствий работы в зараженной зоне. Из Башкортостана на помощь в разное время отправились около 8 тысяч человек. В живых сейчас осталось меньше четверти. Люди разных профессий, возрастов пытались ликвидировать последствия и не позволить радиации распространиться дальше. Тему продолжит моя коллега Анастасия Ильчебаева. Есть такой снимок, это 53 студента 6 наших башкирских институтов, которые отправились на строительство поселка для переселенцев. С фотографии смотрят молодые лица будущих врачей, юристов, историков, инженеров, учителей, которые вскоре окажутся в зараженной радиацией зоне. Сборный стройотряд «Башкирия». Юноши и девушки, что откликнулись на призыв о помощи. Фотокарточка. В год 40-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС замкнула исторический круг, вернувшись в здание, где в 1986 году и была сделана. Они сделали памятную фотографию вот в здании, в котором сейчас вот мы как раз-таки располагаемся, нынешнего национального музея. Мы буквально можем, что называется, увидеть их, рассмотреть их лица. А нам захотелось не просто рассмотреть, но и найти кого-нибудь из тех молодых и отважных ребят. Это здание обкома комсомола. Вот я студент 4-го курса юридического факультета. Это было буквально за день до отправки. Камиля Шакирова и еще с полсотни его товарищей отправили в поселок Королевка, что в 40 километрах от Чернобыльской АЭС. Еще никто не понимал, что эта земля отравлена. Радиоактивные дожди сделали свое дело. Но тогда перед ребятами поставили задачу за лето построить жилье для переселенцев из Припяти. Построили целую улицу, назвали, сами его так назвали, именем Салавата Юлаева. А официально так и было названо. Но сейчас деревни не существует. Уже тогда, вспоминает Камиль Шакиров, там оставались лишь старики. Молодые уехали почти сразу после аварии. Эту деревню последующим вот так признали вот зараженным и непригодным для жилья. У нас 2 заболели и даже вот уже со стройотряда уехали домой. Спустя 40 лет, вспоминая эти события, Камиль Шакиров удивляется лишь одному, как сотни тысяч человек со всего Союза не остались в стороне, не раздумывая, отправившись на помощь. Вот эта беда, да, вот сплотила всех. Последствия воздействия радиации, да, вот так вредны для человеческого организма, мы это понимали, и все туда ехали. Я это видел, как люди относились, как те, которые там были, и как те, которые приехали помогать. Дань памяти героям отдавали под проливным дождем. После взрыва атомного реактора на помощь отправились около 8 тысяч наших земляков. Сейчас в живых осталось около 1500 человек. Летчик 1-го класса Николай Киселев выполнял полеты над реактором. Это для того, чтобы не разносилась радиоактивная пыль. У нас бочка была на внешней подвеске, там был такой клей, латекс, который склеивал эту радиоактивную пыль, она, чтобы не разносилась, далее, в том числе и в Европу. Прилетали, вертолет полностью обрабатывали. Потом у нас были пояса свинцовые, надевали, свинцовые пластины, которые лежали в чашке сидения и на дне вертолета. Кто-то из участников тех событий пришел сам. У кого-то к памятнику героям-ликвидаторам теперь приходят лишь родственники. У меня муж был проходчиком. Они поехали, чтобы остудить реактор азотом. Бурили трубу диаметр метр. Вот это не сработало. Уже другими методами начали. Страшно было. Никто ничего не знал. Стоят дома, ходит скотина, все живое, все зелено, все красиво. Но воздух отравлен. После этого все, у него болезни. Это цена, которую они заплатили за то, чтобы были спасены миллионы других. В смертельно опасных условиях они тушили пожар, разбирали завалы, строили саркофаг, дезактивировали территорию, предотвратив тем самым куда более масштабную и страшную катастрофу, которая затронула бы огромное количество стран. Подвиг сотен тысяч сердец, самоотверженных, храбрых и человечных. Подвиг вне времени. Анастасия Ильчебаева, Шамиль Каримов, Ренат Акбашев. Итоги недели.
Новая точка на туристической карте республики. Набережная «Добро пожаловать» в Салавате признана лучшим спортивным парком страны. Об этом в социальных сетях сообщил глава Башкортостана. Общественное пространство благоустроили благодаря проекту формирования комфортной городской среды, который с 2025 года является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По лучшему спортивному парку России прогулялся мой коллега Азат Садриев. 40 лет своей жизни Минигуль Закариевна посвятила преподавательской деятельности и еще больше спорту. Легкой атлетикой она начала заниматься еще со школьной скамьи. Теперь прививает любовь к спорту своим студентам Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий. Рада, что есть у нас в городе такая площадка спортивная, особенно для молодежи. Тут, конечно, вот сейчас у нас дневное время, а вечером здесь даже очередь на тренажеры, особенно на силовые. Самый спортивный парк России объединил сразу несколько площадок. Помимо бега и скандинавской ходьбы, здесь можно играть в футбол, баскетбол, пляжный волейбол, заниматься на тренажерах или в воркаут-зоне. Благоустроили и единственный городской спуск к реке Белой. Вот то, что мы заняли первое место, это, конечно же, популяризация нашего города. Потому что о нашем городе должны знать не только в Республике Башкортостан, но и во всей России, для того, чтобы увеличить наш туристический потенциал, о том, чтобы знали, что есть такой город, который не только промышленный, но и спортивный, благоустроенный. И таким он стал, в том числе благодаря самим салаватцам, которые принимали самое активное участие в проектировании парка и набережной. Проводили собрания с жителями, мы рисовали, спрашивали, кто здесь что хочет. Вместе с нами, вместе с проектным институтом мы вместе все, так скажем, воплощали все наши, скажем так, мечты в жизнь. Не только спортивный, но и гостеприимный парк с названием «Добро пожаловать» ориентирован на людей самого разного возраста. И теперь бывший пустырь – любимое место прогулок как для молодежи, так и для пожилых людей, говорит Райса Анасовна. Она родилась и выросла в Салавате и является свидетельницей всех изменений в городе. Каждый раз, когда я хожу, я смотрю, думаю, ага, вот деревья посадили, вот здесь вот почистили, вот здесь цветы там обновили. И очень приятно, что и ухаживают, и построили. И хотелось бы, чтобы еще и дальше берег также благоустроили, и в ту сторону, и в эту. В общем, нравится. Башкортостан не первый раз участвует в премии «Парки России». В 2024 году победителем стал парк в Белорецке «Шагни за горизонт». А в 2025 в финал вышли музейно-парковый кластер в Янауле и парк «Поющие родники» в Белебее. Салават – индустриальный город со спортивной историей. Тем и интересен был этот проект для архитекторов. Это активный запрос от жителей был при наших встречах. И вот именно была задача, наверное, такая – в проекте отразить индустриальную составляющую на природной рекреационной территории и внедрить туда активно вот именно спортивную составляющую. То есть это вот такая вот, можно сказать, это уникальность проекта, да. В этом же конкурсе был отмечен еще один масштабный республиканский проект – историко-культурный комплекс «Воскресенский завод» в Мелеузовском районе. Он вошел в топ-5 номинаций «Историко-архитектурные», «Музейные парки», «Усадьбы». Так что не только местным жителям, но и туристам здесь есть на что посмотреть и где погулять. Добро пожаловать! Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев и Иван Шабрин. Итоги недели. Салават. В Башкортостане каждый чувствует себя как дома, вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания. Такой вывод по итогам заседания Президиума Ассоциации финно-угорских народов сделал председатель организации, сенатор Российской Федерации Петр Тултаев. Мероприятие прошло в выездном формате. Башкортостан на 2 дня стал площадкой для обсуждения вопросов, связанных с сохранением родных языков и традиций. Тему продолжит Руслан Батыргариев. В Ташкентском районе дружно проживает более 75 национальностей. Вот здесь нас встречают основные. Башкиры, татары, удмурты, марийцы и русские, конечно же. В национальных костюмах и с традиционными угощениями встречает Татышлинский район почетных гостей. 17 представителей финно-угорских народов из 8 субъектов страны приехали в Башкортостан познакомиться с тем, как в регионе организована работа по сохранению родных языков и традиций финно-угров. Самое большое ощущение радости от того, что я, приехав из Удмуртии в Башкортостан, казалось бы, ощущаю такое вот, знаете, погружение в удмуртскую среду. Ребята разговаривают на языке, свободно общаются. То есть для них удмуртский язык, он родной язык. Педагоги свободно отвечают, разговаривают.
Не просто разговаривают, но и преподают на родном. В полилингвальной многопрофильной школе в селе Новые Татышлы обучение ведется сразу на 3 языках – русском, удмуртском и английском. Образовательное учреждение распахнуло свои двери после капитального ремонта 1 сентября прошлого года. Тогда же в Новых Татышлах состоялось открытие обновленного удмуртского историко-культурного центра. После посещения Радия Фаритовича Хабирова нашего центра в 2023 году было принято решение полностью обновить наш Удмуртский историко-культурный центр. И вот 1 сентября 2025 года мы открылись. Наш центр полностью обновился, он стал современнее, он стал ярче, краше. Возможность еще больше погружаться в культуру, к своим корням, истории и языку появилась и у марийцев, проживающих в Мишкинском районе. Там также по поручению главы республики сначала капитально отремонтировали Марийский историко-культурный центр, а потом и полилингвальную школу. Я как представитель марийского народа, я вообще горжусь тем, что нашим марийцам здесь созданы замечательные условия для того, чтобы сохранялся этот народ. Изучение языка, сохранение культуры, традиций. Здесь есть все условия. Вот полилингвальная школа, это же единицы такие школы у нас по Российской Федерации. Если в Татышлинском и Мишкинском районах гости увидели, как на практике обстоят дела, то уже в Уфе они обсудили то, как удается Башкортостану гармонично поддерживать развитие культуры и языков. В конгресс-холле Таратау состоялось заседание Президиума Ассоциации финно-угорских народов. Есть условия здесь, в Республике Башкортостан, для развития национальной культуры всех народов, что очень важно. Ну и атмосфера сама вот, чувствуется же тоже, опять же, она такая очень добрая, хорошая, семейная. Это суть государственной национальной политики. Если человек, независимо от национальности, вероисповедания, неважно, где он проживает, чувствует себя как дома, хорошо, тогда все нормально. Представители 12 финно-угорских народов проживают на территории нашей республики. Самые многочисленные – удмурты, мордва, но больше всего в Башкортостане марийцев свыше 80 тысяч. Эксперты отмечают, что национальная политика в Башкортостане ориентирована на этнокультурное развитие всех народов региона. У нас в республике ведется системная работа по поддержке практически всех национальностей, проживающих, коренных. Это однозначно поддержка нашего главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, потому что это были его, так скажем, наработки и его задача, которая была поставлена. Как отмечал ранее Радий Хабиров, республика будет и дальше помогать сохранять этнокультурное и языковое многообразие, делая это через реализацию государственных программ, грантовую поддержку, развитие национальной печати и образования. 2026 объявлен президентом страны годом единства народов России. Для Башкортостана это имеет особое значение. Наша республика по праву остается одним из самых многонациональных и поликонфессиональных регионов Российской Федерации. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Руслан Галямов. Итоги недели. Башкирский боксер Артур Субханкулов – официальный претендент на звание чемпиона мира. На неделе он победил техническим нокаутом представителя Таджикистана Бухадура Усмонова на турнире ABA Pro 17 в Уфе. Для соперника Артура это поражение стало первым на профессиональном уровне. Субханкулов стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии ABF. В активе Артура теперь 12 побед, из которых 6 были одержаны досрочно и ни одного поражения. Всего в рамках вечера прошло 7 боев. Все подробности расскажет Артем Кочешев. Главным событием вечера во дворце борьбы стал бой Артура Субханкулова. Боксер из Таджикистана Бахадур Усмонов стал самым серьезным оппонентом в карьере Артура. Эксперты называли шансы равными 50/50. На кону стоял статус обязательного претендента на пояс IBF. Поначалу бой складывался в пользу соперника Субханкулова. Но, как оказалось, Артур грамотно разложил силы по дистанции и умышленно отдал инициативу Усмонову в середине боя. Концовка осталась за башкирским боксером. Таджикский спортсмен несколько раз оказывался в нокдауне. Интрига была жива до последних секунд боя. Усмонов с трудом стоял на ногах, но держался и даже пытался отвечать на атаки Субханкулова. Но затем Артур провел серию точных ударов, после которых рефери остановил поединок, зафиксировав нокаут.
Бой между Усмоновым и Субханкуловым уже называют лучшим в России в этом году. Для 34-летнего Артура это не просто очередная победа. Непобежденный уфимец может исполнить детскую мечту – стать чемпионом мира уже в следующем бою. Большое уважение, большое спасибо Бахадуру Усмонову, что он принял этот бой, что он приехал домой ко мне в Уфу, что мы провели этот яркий эмоциональный поединок. Я ему искренне благодарен. Я сегодня искренне счастлив. Я работаю много лет, 19 лет я уже в боксе, а именно к этому бою я готовлюсь с января месяца. С 3 января я начал тренировочный процесс. Январь, февраль, март, апрель. 4 месяца я не выключаюсь из тренировочного процесса. Я готовился к этому бою. И сегодня, слава Всевышнему, у меня все получилось. Успех ждал башкирских болельщиков и в поединке Даниса Габдрафикова. Он выходил на ринг защищать свой пояс WBA Азия в полусреднем весе против непобежденного Рахата Сейджана из Казахстана. Бой прошел всю дистанцию и завершился уверенной победой Даниса. Думал, что он все 10 раундов будет меня давить сам, а я буду работать в первом-третьем номере, провоцировать, встречать и уходить. Но он оказался выше, и в начале поединка я чуть левую ногу травмировал, подвернул и особо не мог резко передвигаться назад. И начал пробовать работать первым номером. У меня это получалось, и поэтому оказалось легче, чем я ожидал. Не отстала от мужчины Азалия Аминева. Трехкратная чемпионка России принесла в копилку региона титул WBA Азия. При этом в противостоянии с представительницей Нигерии Азалия серьезно повредила руку и не могла полноценно вести бой. Я сначала переживала, что люди подумают, а почему я не боксирую, но мне на самом деле было безумно больно, и кулак не сгибается. Надеюсь, не перелом. Но весь бой отбоксировал передней рукой, в принципе, одной руки хватило, да, чтобы одержать победу. В рамках вечера бокса своей победы одержали и другие российские боксеры. Харитон Агрба уверенно победил филиппинца Джеральда Инту. Он очень тяжело бил. Я этого, честно признаюсь, не ожидал. Поэтому пришлось аккуратнее боксировать. И я довел свой бой до победного гонга. Конечно, хотелось нокаутировать, если была бы возможность. Были классные эпизоды, все видели. Но парень оказался очень крепкий. А вот еще один башкирский боксер Бикхан Исраилов уступил. Его бой с Теймуразом Суровым закончился досрочно во втором раунде. Также во Дворце борьбы прошло общее собрание членов Федерации бокса Башкортостана. Участие в нем принял премьер-министр правительства Андрей Назаров. На собрании были подведены итоги работы и рассмотрены достижения и успехи республиканских спортсменов. Также определен вектор и цели развития бокса в Башкортостане и принят ряд кадровых решений, которые направлены на улучшение работы Федерации. Артем Кочешев, Владислав Минязев. Итоги недели. Уфа. Далее мой коллега Руслан Шарафудинов расскажет о ключевых событиях минувших 7 дней в контексте личного мировосприятия. Смотрите его авторскую рубрику «Между нами». Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Оставайтесь на телеканале БСТ. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов и наша традиционная рубрика «Между нами». Визит недели состоялся в Узбекистан. Делегация республики во главе с Радием Хабировым приняла самое деятельное участие в экономическом форуме «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Башкирия – один из самых мощных промышленных регионов страны. И закономерно, что именно ему доверяют самые сложные международные проекты. Сегодня поворот на восток – дело не только тонкое, но и важное, стратегическое. Промышленная кооперация, энергетика, логистика, туризм, цифровые технологии. Башкирии поручена реализация большой дорожной карты торгово-экономического сотрудничества с узбеками и создание совместного индустриального парка Бекабад в Ташкентской области. Бекабад. Здесь будет город-сад. В составе официальной делегации России, которую возглавлял первый вице-премьер правительства Денис Мантуров, Радий Хабиров встречался и с президентом, и с премьер-министром Узбекистана. Вообще Хабиров – один из немногих глав субъектов России, которого очно принимали президенты всех бывших советских республик, а ныне крепко стоящих на своих ногах государств Средней Азии. Касым-Жомарт Токаев, как глава братского Казахстана, каждый раз находит время и возможность встретиться с Радием Хабировым. Учитывая реалии внешней политики Казахстана, с которым стараются дружить такие мировые лидеры, как китаец Си, индиец Моди
или руководителя Евросоюза, уверен, что далеко не с каждым губернатором российского субъекта Токаев будет общаться лично. В октябре прошлого года аналогичному серьезному проекту был дан старт в Таджикистане. И здесь в авангарде тоже Башкирия. Хабиров подписывал соглашение о создании технопарка в Душанбе в присутствии Путина и президента Рахмона. Что это, как не свидетельство высочайшего доверия со стороны руководства страны? Внешние связи – это репутация, авторитет и политический вес как нашего региона в целом, так и лично его руководителя. Это когда Москва знает точно, что Башкирии можно доверить серьезное дело любого масштаба, хоть технопарк в Ташкенте, хоть набережную в Сухуми. Башкирия не подведет и даст результат. В условиях беспрецедентного санкционного давления наша республика очень энергично развивает внешнеэкономические связи, хотя и находится в центре страны. И делает это в полном взаимопонимании с федеральными властями. В пасьянсе геополитики случайностей не бывает. Все продумано, согласовано, и каждый выполняет свою роль. И наше место впереди, на авансцене. И еще об одном визите, который рассчитан на полгода. Есть такая добрая традиция нашей башкирской системы здравоохранения. Если вы из дальнего района не можете добраться до врача, медики сами едут к вам. Башкортостанский доктор Айболит, он не просто под деревом сидит и ждет пациентов, а сам едет к ним на поезде здоровья. Так называется уникальный проект, который проводится у нас с 2019 года. 5 месяцев с апреля и по сентябрь по всей республике будут курсировать мобильные медицинские комплексы, в составе которых передвижные рентгенаппараты и маммографы, мобильные ФАПы, центры здоровья, кардиомобиль, диагностический комплекс РКБ имени Куватова, модуль «Женское здоровье» и даже стоматология. 6 маршрутов охватят почти 400 населенных пунктов республики. Главная задача – сделать доступной раннюю диагностику заболеваний. Обследование проводится бесплатно, то есть даром, но точно не зря. По опыту прошлых лет аншлаг в районах обеспечен, так что следите за расписанием поезда здоровья и встречайте его на своей околице. Тема апреля – это ямочный ремонт и городская гигиена, и не только в Уфе. Хотя именно к мэрии Уфы сегодня есть серьезные и справедливые претензии по уборке мусора со стороны горожан и руководства республики. Кто должен заниматься генеральной уборкой наших городов и сел после зимы? И как обойтись здесь без субботников? Вроде риторический вопрос, скажете вы. А я вот недавно услышал мнение поколения зумеров. Почему это нужно в выходной делать то, чем должны заниматься каждый день специально получающие за эту зарплату люди? И действительно, озадачился я. Как ему объяснить суть того, что нашему поколению понятно как дважды два? Если умно сформулировать, то что такое субботник? Это бесплатный добровольный коллективный труд по приведению в порядок территории, на которой ты постоянно работаешь или живешь. И, конечно, никаким законодательством он не урегулирован. Просто такая уже вековая традиция. В том, что субботники нужны, лично у меня никаких сомнений нет. Как еще привести в божеский вид наши огромные городские и сельские пространства после долгой зимы? Никаких коммунальщиков не хватит, чтобы убрать весь мусор и грязь. Хотя кто-то может ехидно заметить, что в Европе чисто, без всяких субботников. Ну, во-первых, так ведь там и не гадит с таким энтузиазмом, как наши родные люди. А во-вторых, субботники проводят и на Западе, и на Востоке, я вас уверяю. Опять же, субботник – это весело, все в отличном настроении. Сплачивает коллектив точно не хуже всяких там модных тимбилдингов. Так что даешь субботник – мир, труд, метла. До свидания, дорогие друзья, с наступающим вас Днем международной солидарности трудящихся. Все на огороды. Берегите себя и своих близких, все будет хорошо.